2 человека пострадали в результате крупного пожара в Иннополисе. Сегодня около 9 часов утра загорелось строящееся здание технопарка. Сначала огонь бушевал в подвале, там хранилась тонна дизельного топлива. Вскоре загорелась и кровля здания. На чердаке как раз спрятались рабочие. Айрат Назипов был на месте происшествия и увидел последствия своими глазами. Черный густой дым охватил строящееся шестиэтажное здание технопарка имени Лобачевского. Сообщение о пожаре поступило пожарным около 9 часов утра. В это время уже вовсю горел подвал, где хранились емкости с соляркой. Однако очень скоро огонь добрался и до кровли здания. На чердаке в это время находились люди. Пожарным потребовалось чуть больше часа, чтобы полностью ликвидировать пожар. На кровле горела вентиляционная камера и короб. Короба большого сечения, метр на полметра. Скорее всего, именно по вентиляционному коробу высокая температура, продукты горения поднимались на кровле, поскольку вокруг вентиляционной камеры также есть сгораемые материалы, покрытие кровли. От температуры, скорее всего, произошло уже возгорание этих материалов горючих. Всего на объекте работали около 400 человек. До приезда пожарных многим из них удалось эвакуироваться самостоятельно. Помощь медиков понадобилась 2 строителям, одному 48, другому 49 лет. Мужчины отравились угарным газом. Обоих в состоянии средней степени тяжести доставили в 7-ю городскую больницу Казани. Как отмечают пожарные, основная сложность была в том, что здание имеет сложную планировку. Повезло еще, что оно недостроено, иначе времени для тушения пожара потребовалось бы больше. Прокуратура организовала проверку соблюдения техники безопасности при проведении строительных работ. Подвал, в котором работали строители, обогревался тепловой пушкой. Работала она на дизельном топливе. В подвал была заведена солярка емкостью 1000 литров, это тонна солярки. И, значит, подготовлены были тепловые пушки для работы. Сегодня должна была приехать бригада, как говорит субподрядная организация, для ведения работы именно по обогреву этого помещения подвального. Но, значит, во время проведения планерки в 9:15 поступил сигнал о том, что возгорание произошло в подвальном помещении технопарка. Истинную причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям.